Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. Решением председателя города Душанбе 20 дошкольных образовательных учреждений столицы подключены к информационной программе «Кудак-ТД». Как сообщил директор аналитического информационного центра при Главном управлении образования города Душанбе Зафар Муродзода, после регистрации в информационной программе «Кудак-ТД» родители могут выбрать нужное учреждение на электронной карте и ввести данные для зачисления в него своего ребенка. Через эту программу они могут встать в электронную очередь и отправить заявление в органы управления образованием. Следует отметить, что информационная программа «Кудак-ТД» играет значительную роль в организации единой статистики и представляет собой новый эффективный подход к упрощению процесса регистрации детей, облегчает работу воспитателей, развивает взаимодействие родителей с дошкольными учреждениями. Программа поможет упорядочить работу дошкольных учреждений и вывести дошкольные образовательные учреждения на новый этап в цифровую среду. В государственном учреждении лицея имени Умара Хаяма района Сино состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского этапа конкурса «Учитель года Таджикистана-2025». Подробно об этом в репортаже моих коллег. В государственном учреждении лицей имени Умара Хаяма района Сино состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского тура конкурса «Учитель года Таджикистана-2025». В мероприятии приняли участие руководство исполнительного органа государственной власти района Сино, представители Главного управления образования города Душанбе, профсоюза работников образования, руководство исполнительного комитета Народно-демократической партии района Сино, а также педагоги и представители районного управления образования. Победителем республиканского этапа конкурса стала Ализуда Хусейн, учитель биологии лицея имени Умара Хаяма района Сино. В честь профессионального праздника Дня учителя он был удостоен кубком, дипломом и денежной премией в размере 30 тысяч сомони. В своем выступлении представители администрации района Сино отметили, что подобные конкурсы проводятся с целью обмена опытом между педагогами, поощрения и признания заслуг работников образования. Конкурс позволяет продемонстрировать лучшие достижения учителей по различным предметам, а также их инновационные подходы и авторские методики. Для поддержки и стимулирования педагогических кадров, создания условий для профессионального роста, инициативы и творчества, а также распространения передового опыта ежегодно проводятся отраслевые конкурсы, в том числе конкурс «Учитель года» при поддержке правительства страны и исполнительных органов государственной власти города Душанбе. Дополнительно Ализуда Хусейн был награжден денежной премией в размере 7 тысяч сомони от исполнительного органа государственной власти района Сино, почетными грамотами от районного отдела образования и районного комитета Народно-демократической партии Таджикистана и профсоюза работников образования города Душанбе, а также путевкой в санатории. Церемония завершилась праздничной программой. Перед гостями выступили известные исполнители с музыкальными номерами в честь Дня учителя. В третьем туре республиканского конкурса «Фуруги Суфидоно и Китобас» победителями стали 434 ученика из городов и районов страны, которые вышли в следующий этап. В четвертом туре свои силы проверят 74 участника из Горно-Бадахшанской области, по 90 из Агдийской и Хатлонской областей, районов республиканского подчинения, а также из города Душанбе. Подробнее в нашем материале. Республиканский конкурс «Фуруги Суфидоно и Китобас» проводится уже 7-й год под эгидой президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Его главная цель – развитие интереса к чтению, укрепление интеллектуального потенциала нации, выявление талантливых ораторов и мастеров слова, приобщение к национальным и культурным ценностям, а также всестороннее развитие творческих способностей граждан. Конкурс способствует формированию самосознания и самопознания, расширению словарного запаса и обогащению духовного мира участников. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, студенты начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, аспиранты, преподаватели всех уровней образования, научные и литературные работники, представители культуры и искусства, а также взрослые представители различных профессий и слоев населения страны. Следует отметить, что в 2025 году призовой фонд конкурса увеличен вдвое. Общая сумма, выделенная на организацию и награждение победителей, составляет 6 670 000 сомони. Призовой фонд распределяется следующим образом. Гран-при 140 000 сомони, первое место 70 000 сомони,
второе место 50 тысяч, третье место 40 тысяч сомони. Кроме того, предусмотрены премии в размере 20 тысяч сомони для учителей общеобразовательных учреждений, чьи ученики стали победителями конкурса. Важно отметить, что учащиеся, обучающиеся на платной основе в случае победы, гран-при или призовое место в республиканском туре конкурса будут переведены на бесплатную форму обучения. Сбор хлопка в городах и районах хлопководческих регионов республики активно продолжается. В фермерских хозяйствах города Душанбе этот процесс также набирает обороты. Репортаж посвящен ходу сбора хлопка. В выходные дни в районе Фирдавси города Душанбе прошли в духе коллективного труда с участием заместителя председателя города Душанбе Факирзоды Рустама Рахима, руководства района Фирдавси, сотрудников исполнительного органа государственной власти города Душанбе, представителей различных профессий и жителей района была организована массовая кампания по сбору урожая хлопка. Следует отметить, что сотрудники различных структур в выходные дни выходят на добровольный субботник, помогая фермерам бережно и без потерь собрать выращенный с трудом урожай. Во время сбора урожая ответственные лица призвали фермеров проявить высокий уровень ответственности и преданности делу, активно участвуя в сборе хлопка и стараясь завершить работу своевременно и без потерь. Также было подчеркнуто, что быстро меняющаяся осенняя погода требует ускорить темпы сбора хлопка и использовать все возможности для завершения его в оптимальные сроки. По данным ответственных лиц, в районе Фирдавси насчитывается 295 фермерских хозяйств, общая площадь сельскохозяйственных угодий которых составляет 815 гектаров. В этом году фермеры засеяли хлопок на площади 73 гектара, и на части этих земель сбор урожая идет полным ходом. Фермеры района Фирдавси, как и других районов города Душанбе, стремятся внести достойный вклад в быстрое развитие промышленности страны, обеспечивая ее качественным сырьем, высококачественным хлопком. Ну и последнее о спорте. Молодой таджикский дзюдоист Мухиддин Асадулоев в весовой категории до 73 килограммов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди молодежи, проходящем в городе Лима, Перу. В финале он одержал победу над Рюссем Аракавой из Японии. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных новостей и до встречи.